Такламакан – уйгурская пустыня, ставшая оазисом. Пустыня Такламакан, расположенная в Таримской впадине в уйгурской автономии, является самой большой пустыней во всем Китае. Ее общая площадь достигает 330 тысяч квадратных километров, что эквивалентно площади 20 таких городов, как Пекин. Сюда редко доходит влага, что делает это место чрезвычайно засушливым. Мало того, как только поднимается ветер, песчаные бури погребают под собой все. Это пустыня – море смерти. И только бесстрашные уйгуры с древности проводили здесь свои караваны. И вот, посреди этой бескрайней пустыни теперь пролегают 4 автомобильные шоссе, пересекающих ее с севера на юг. Словно золотые лестницы, они пронзают пространство, устремляясь в будущее освоение пустыни. Они полностью переписали судьбы людей, живущих на краю пустыни. Первая ветка – северная линия Луньтай, ведущая к югу пустыни Такламакан. Вторая ветка идет от Аксу через Арал до города Хатан. Третья ветка – прямая линия от Лапнор до поселка Татиран в уезде Черчен. И последняя ветка ведет к городу Тумшук. С другой одами дороги через Такламакан стали превращаться из одной трассы в целую транспортную сеть. Так в уйгурской автономии формируется уникальная транспортная сеть пустынных дорог с самой большой протяженностью и широчайшим охватом автомобильных перевозок по новому шелковому пути. Но пустыня остается пустыней. Как только поднимается ветер, как движущиеся пески образуют апокалиптические песчаные бури, засыпая все на своем пути. Как же эти дороги умудряются не быть погребенными песком и стойко держаться? И как им удается, шаг за шагом, превращать пустыню в оазис? Чтобы песок не двигался, первым барьером служат высокие камышовые заборы. Они снижают скорость ветра и задерживают движение песка. Второй барьер – борьба с песком с помощью соломенных клеток. Используя солому и камыш, создаются квадратные клетки размером в метр на метр, которые внедряются в песок. Это позволяет зафиксировать остановленный песок. Издалека это выглядит так, будто пустыня надела желтую клетчатую рубашку. Именно благодаря этой системе задержания песка была решена сложнейшая задача по удержанию блуждающих дюн. Однако полагаться исключительно на технологию соломенных клеток недостаточно, чтобы полностью противостоять натиску ветра и песка. Это дает лишь краткосрочный защитный эффект. Для долгосрочной защиты пустынных шоссе от вреда, приносимого ветром и песком, необходимо проводить озеленение. В самом сердце этой движущейся пустыни есть ботанический сад площадью более 20 гектаров. Это первый в стране сад, построенный в глубине крупной подвижной пустыни. Всего сюда было завезено более 400 видов растений, из которых прижилось только около 200 видов. В ходе научных исследований по селекции и изучению адаптивности были выбраны гребенщик, саксаул и джузгун. Они стали оптимальным решением для биологической защиты пустынного шоссе. За десятилетия были протестированы десятки видов растений. В итоге остановились на 3 группах растений – гребенщик, саксаул и джузгун. Помимо них завозились и другие виды. У каждого свои особенности и своя роль в защите от песка. Когда мы едем по этой дороге среди пустыни, бескрайние пески кажутся безжалостными. Они поглотили множество блестящих древних уйгурских цивилизаций. Величие древнего царства Крарайна-Лоулань, тайна древнего города Ния. Все они скрыты под слоем желтого песка, развеянного ветром истории. Но сегодня, опираясь на стального дракона, мы прорвали море песка, позволяя цивилизациям, спавшим тысячи лет, снова увидеть дневной свет. Шоссе через Такламакан – это не только дорога, соединяющая разные части уйгурской автономии, но и важнейшее звено на возрожденном древнем Великом Шелковом пути. Опыт уйгурской автономии по борьбе с опустыниванием уже вышел за пределы страны, играя важную роль в улучшении глобальной экологической среды.
Это самая длинная в мире асфальтированная дорога через подвижную пустыню все еще подобна растущему ребенку. Для достижения цели по сохранению дорог и цивилизации в песках все еще требуются усилия не одного поколения. Но кто же лучше может знать пустыню Такламакан, как не уйгуры, освоившие ее уже несколько тысячелетий назад?